В этом выпуске видеоблога Тугра вы узнаете, как принц из династии Гераев прошел свой путь от военачальника до наследника трона. Чем руководствовался Крым-Герай-хан и почему он принял решение поставить во главе ногайских провинций ханства молодого принца Шагина-Герая, не совсем ясно. Однако ум, энергия, настойчивость и строгая справедливость молодого Сираскира снискала ему уважение среди знати, военачальников и придворных. В 1768 году разразилась война с Россией. Шагин-Герай вместе со своим дядей ханом выступил в военный поход. Кампания началась довольно успешно, но из-за сильных морозов вынуждена была уйти на зимние квартиры. А вскоре ханство потрясла весть. Внезапно умер главнокомандующий крымский хан Крым-Герай. Весть о смерти дяди застигла Шагина в Едысане, откуда он и устремился в город Каушаны, где находился Крым-Герай. Именно отсюда все принцы из династии Гераев сопроводили похоронный кортеж в Бахчисарай, после чего Шагин снова отбыл в Едысан, но ненадолго. Новый хан Селим-Герай призвал Шагина-Герая ко двору Бахчисарай. Формально принц все еще был Сираскиром, однако несколько лет вынужден был находиться при своем родственнике Селиме-Герай-хане. Это были нелегкие времена для ханства, фактически уже произошло вторжение русских войск в страну Гераев. В 1772 году крымский хан под натиском репрессий со стороны Долгорукова вынужден был подписать внутренний договор, что ослабило в военном и политическом плане ханство. Наконец, в 1774 году был подписан Кучук-Кайнаджирский мир. Он предполагал мир в обмен на крымско-татарские территории, а именно ханство фактически лишалось городов Керчь, Яникале и большого села Ахьяр. Но мир не был долгим. Спустя несколько дней он был нарушен российской стороной, спровоцировавшей дальнейшие военные действия, которые разворачивались уже непосредственно на территории ханства. В 1775 году в Бахчисарае диваном был избран на трон родной брат Шагина Сахиб-Герай II, а сам Шагин становится наследником трона Калгой. На молодого принца была возложена важная миссия. Он должен был в качестве главы посольства отбыть в Петербург и уладить военный и политический конфликт. Калге Шагину-Гераю в Петербурге устроили помпезную встречу. Он был принят императрицей, перед которой наотрез отказался снимать головной убор, и вел себя подчеркнуто выше по рангу и статусу.